Вчерашние абитуриенты, теперь студенты. День знаний отметили в средних и высших учебных заведениях Коми. В Сыктывкарском медицинском колледже 1 сентября по традиции провели линейкой. Правда, масштабной торжественной части не получилось. Из-за антиковидных мер безопасности собрали несколько групп и первокурсников. Повлияла ли пандемия на набор будущих специалистов медицинской сферы, расскажет Наталья Юрина. В первых рядах первокурсники. Пока стоят немного обособленно. Без букетов, без 5 минут студенты. Будущие медсестры, фельдшеры, акушеры, фармацевты, зубные техники. В Сыктывкарский медицинский колледж зачислили 321 абитуриента. Конкурс на места был высоким. Приемная комиссия рассмотрела свыше 2000 заявок. Отобрали лучших. Среди них и Дарина Красавцева. Волнение, конечно, было. У меня золотая медаль. Я подала, но все равно переживала. То, что я не поступлю, мало ли у кого будет целевое направление. Но я очень рада, что я поступила и буду здесь учиться. Сокурсник Дарины Красавцевой, будущий фельдшер, пришел в СУС уже с историей через красную зону. 5 лет назад закончил школу, отучился по технической специальности. Понял, что не его. По совету мамы прошел медицинские курсы, проработал в период пандемии санитаром в больнице. Увидел титанический труд медиков на деле и огромное количество больных. Определился с призванием, решил поступать в медицинский колледж. Прежде чем учиться выбирать такое тяжелое направление, нужно было убедиться, хватит ли мне сил, буду ли я, взаимодействовать с людьми, жертвовать какими-то определенными временем, силами. Убедился, пришел, поработал, нашел общий язык с работниками и с пациентами и посчитал нужным отучиться, пойти дальше, развиваться в этом направлении. Студенты и преподаватели колледжа трудятся в красных зонах и в больницах. Выпускники Сыктывкарского медколледжа на хорошем счету. Например, в Республиканском госпитале ветеранов работают династиями. Очень много действительно остается в наших стенах. Практически с каждого выпуска студенты остаются у нас для дальнейшей работы, и в том числе и дальше продолжают у нас работать много-много лет. В Сыктывкарском медколледже кадры не только куют, но и совершенствуют, повышают квалификации, внедряют новые формы обучения, готовят специалистов для села. В этом году по программе дуального образования пройдут обучение 36 медработников Коми. Мы на обучение с элементами дуального обучения берем специалистов, которые уже работают в центральных районных больницах, и они, по сути дела, повышают уровень своего медицинского образования. И это как раз те люди, которые вернутся в свои ЦРБ и будут работать в сельских территориях. Это гарантированно пополнение и кадровое обеспечение как раз от центральных районных больниц сельских территорий. В этом году в Сыктывкарском медицинском колледже готовятся к открытию нового направления подготовки. Внедрят прикладную эстетику. За лето перепрофилировали класс, купили необходимую мебель и оборудование. Будущих косметологов планируют обучать на курсах по нескольким программам. Насыщенным день знаний для первокурсников медицинского колледжа не назовешь. После линейки их ожидает небольшая экскурсия, затем классный час. Уже завтра для них начнется новая пора. Первые лекции и задания. Наталья Юрина, Олег Костромин, телеканал Юрган.